В эфире новости на телеканале Якутия-24. В студии Надежда Саханская. В начале о темах этого выпуска. Теперь найдется и лужайка. Президент России выставил поручение о выплатах на приобретение жилья для многодетных семей. Все только впереди. В Сунтарском районе ввели в эксплуатацию участок федеральной автодороги Вилюй. Признание мастерства на международном уровне. Якутские мастера ювелирного дела изготовили комплект медалей для чемпионата мира по боксу. Президент России Владимир Путин поручил представить предложение о выплате в 1 миллион рублей на приобретение жилья семьям при рождении третьего или последующих детей на территории Дальнего Востока. В документе отмечается, что третьи или последующие дети при рождении должны быть зарегистрированы на территории Дальневосточного федерального округа. Исполнить поручение Кабинет министров должен до 1 ноября. Более того, Владимир Путин поручил представить предложение о распространении программы «Дальневосточная ипотека» для проработавших на территории Дальневосточного федерального округа не менее 5 лет воспитателей детских садов, учителей школ и колледжей, а также медиков. Напомним, программа льготной ипотеки для Дальнего Востока заработала с декабря 2019 года. Она предполагает выдачу кредита под 2% годовых молодым семьям, в которых супругам не более 35 лет, а также неполным семьям с несовершеннолетними детьми на покупку жилья на Дальнем Востоке или на строительство дома на дальневосточном гектаре. Мало кто мог поверить, что в такие рекордные сроки микрорайон села Бясхёль вернется к своей привычной жизни. Беда, пришедшая в село 7 августа, не оставила равнодушными никого. Особенное внимание территории уделил лично президент Владимир Путин. Однако сомнения и настороженность у тех, кто в одночасье потерял все, сохранялись еще долго. Как жители Горного района отмечают новоселье, выясняла Мадина Халикова. Поверить в то, что в такие рекордные сроки возведут новые дома и в микрорайон села Бясхёль вернется жизнь, еще в августе поверить никто не мог. Беда, пришедшая в село 7 августа, не оставила равнодушными никого. Особенное внимание территории уделил лично президент Владимир Путин. На место по его поручению выехал полпред в Дальневосточном округе Юрий Трутнев. Но сомнения и настороженность у тех, кто в одночасье потерял все, сохранялись еще долго. Большая помощь. Это нас поддержало, и мы не пали духом. И сами как могли тоже помогали строителям, все полностью вычистили, всю территорию, все это. Субботники сделали. Илдархан сразу заверил, что к началу зимы будете жить в просторных, благоустроенных домах. Ну, это, как сказал, уже сделал. Семья Ивановых уже обустраивает быт. Завезли в квартиру мебель, технику, текстиль, предметы интерьера. Рассказывают, что помогали всем миром, а крупные промышленные компании выделили средства на строительство и для поддержки погорельцев. Решение строить дома из экологичных материалов, МХМ-панелей, принято исходя из сроков. 15 октября все дома сдали в эксплуатацию, а в понедельник в Бясхёле устроили общий праздник. 14 семей получили ключи от новых домов в торжественной обстановке. На этом можно сказать, что восстановление поселка Бясхёль, пострадавшего 7 августа от пожара, полностью завершено. Хочу напомнить, что мы строительством завершили 34 жилых дома общей площадью 2780 квадратных метров. На завершающей стадии вопросы компенсации людям, те, которые были предусмотрены и соответствующим образом оформлены документально. Конечно же, здесь мы все должны отметить роль главы республики Арсения Сергеевича Николаева, который своими быстрыми, четкими, своевременными решениями позволил организовать эту всю работу. Сдают дома под ключ с отделкой, внутренним обустройством и необходимыми коммуникациями. Каждому участку провели свет, газ, а в доме отопление, горячая и холодная вода, санузел и ванная комната. Завели в микрорайон и высокоскоростной интернет. Село теперь не отличить от современного европейского квартала. А жителям вручили сертификаты на покупку мебели и бытовой техники. Данные дома, получается, находятся на свайной поле. Все дома благоустроенные, получается, газовое отопление, все входит. От большого огня пострадали не только дома, стихия уничтожила сельхозтехнику, скот и целый животноводческий комплекс, снабжающий жителей села и ближайших муниципалитетов качественными продуктами. Как рассказывает владелец Алексей Петров, летом, стоя на пепелище своего дела жизни, думал, что на этом его предпринимательской деятельности конец. Опережающими темпами подрядчики возвели здание для ведения хозяйства, сдали объект раньше срока. Теперь в нем есть молочный блок и модульная котельная.
многокотельное современное оборудование, которое позволит нарастить объемы производства до 300 тонн молока в год. Я план этот год выполнил. Это уже где-то около 10 тонн остался. Да нет, меньше остался, наверное. Где-то 200 тонн я сдаю. Договор у меня 150, а так 200 тонн. В будущем в селе планируют построить новую школу и спортивно-культурный центр. С такой инициативой к Владимиру Путину обратился глава республики Айсен Николаев. Президент, в свою очередь, поддержал руководителя региона и пообещал помочь со строительством соцобъектов и выделением средств из федерального бюджета. Мадина Халикова, Георгий Григорьев, Бяскиоль, Горный район. Владимир Путин поручил правительству до 1 ноября представить предложение о выделении дополнительных средств на субсидирование льготных авиаперевозок с Дальнего Востока. Также глава государства поручил Кабинету министров вместе с органами власти регионов Дальнего Востока до 1 декабря принять необходимые решения, направленные на обеспечение доступности для граждан воздушных перевозок в пределах Дальневосточного федерального округа, а также с Дальнего Востока и в обратном направлении. Михаил Мишустин, в свою очередь, напомнил, что в начале 2021 года Кабинет министров выделил на эти цели 5 миллиардов рублей, что сделало полеты в Москву доступными из 12 дальневосточных городов. Теперь к этому списку прибавилось еще 2 маршрута в Читу и Якутск. Глава республики принял участие в семинаре совещаний по подготовке предложений в стратегию транспортного развития России, которые будут рассматриваться на Госсовете. Айсен Николаев возглавил работу круглого стола, посвященного международным транспортным коридорам. По его мнению, активное внимание нужно уделить строительству портов на Тихоокеанском побережье, на севере Хабаровского края, в Магаданской области и на Камчатке. Это придаст новый стимул экономике всей страны в ближайшие десятилетия. Кроме того, глава республики поднял вопрос определения единого оператора транспортного пути по коридорам Запад-Восток и Север-Юг. Для того, чтобы страна имела возможности новыми транспортными коридорами выходить. И это нужно на самом деле не только для развития экспорта, это очень важно для обеспечения в целом геополитической, геостратегической стабильности нашей страны, в том числе на Дальнем Востоке. Поэтому обсуждение идет очень интересно, и конкретные предложения, которые работа нашего круглого стола позволила нам сейчас сформулировать, мы обязательно в последующем будем обсуждать с правительством нашей страны. Отметим, экспертами круглого стола выступили представители науки, бизнеса, отраслевых профсоюзов, Министерства транспорта России, Государственной Думы и главы регионов. Выработанные предложения будут внесены на рассмотрение заседания Госсовета с участием президента страны. Госсовет состоится сегодня, 19 октября, в Москве. Главная его повестка – новая транспортная стратегия России до 2035 года. В Сунтарском районе прошло торжественное мероприятие по вводу в эксплуатацию объекта капитального ремонта федеральной автодороги Вилюй. Общей протяженностью участка 10 километров, проходящая через транзитную дорогу в село Тайбахой. Работы на данном участке начали производиться с прошлого года и закончили на год раньше срока в соответствии с проектной и нормативно-технической документацией. Объект оборудован системой освещения и тротуарными дорожками по новым стандартам, а также почти 4,5 километра тротуаров и объездов и 42 примыкания, так как участок проходит через населенный пункт. Объект современный, технологичный, с тротуарами, с пешеходным ограждением, 4 километра искусственного освещения. Все это будет влиять на безопасное, качественное пользование данной дорогой. Ситуация с COVID-19 по-прежнему остается напряженной. На 19 октября в республике выявлено 260 новых случаев коронавирусной инфекции. Так, в Якутске зафиксировано 132 случая, в Мегино-Кангаласском районе 14 заболевших. Продолжает антирейтинг Алданский район, где зарегистрировано 11 случаев. В Вилюйском и Намском районах по 10 случаев, в Амгинском и Кобяйском по 9. В Верхневилюйском районе 7 заболевших, в Мирнинском, Тампонском и Усть-Алданском районах по 6. Еще в 12 районах Якутии от 2 до 5 случаев заражения. В Тампонском районе в горно-геологическом техникуме продолжается набор абитуриентов по востребованным профессиям горной промышленности на базе как 9, так и 11 классов. В новом учебном году при плане набора 150 абитуриентов зачислены 106. Из них около 40% местные учащиеся, желающие работать на производстве. В группе «Открытые горные работы» из 23 студентов всего 2 девушки. Татьяна Едукина родом из Алаиховского Улуса, но приехала учиться из города Якутска.
Она целенаправленно выбрала именно горно-геологический техникум поселка Хандыга, чтобы в будущем сразу найти работу в горнодобывающей компании. В многодетной семье Идукиных она первый производственник. Я спрашивала, девочки там вообще нужны, нет? Мне сказали то, что типа да, очень нужны, потому что некому сидеть за компьютером, там чертежи заполнять, кому-то подписывать, там, и так далее. В основном это девочки все будут делать, а мальчики будут там работать, там делать карьеры. В этом году в техникуме на базе 9 класса открыты 3 группы. Технология и техника месторождений полезных ископаемых, открытые горные работы и наладчик аппаратного программного обеспечения. На базе 11 класса набор осуществлялся по 5 специальностям. Маркшейдерское дело, машинист на открытых горных работах, новой специальности аэрофотогеодезия, электрослесарь подземный и обогатитель полезных ископаемых. Последние 2 очень востребованные профессии, а главное с гарантированным трудоустройством. Если кто еще не нашел место, не поступил, то может выбрать эти профессии, где можно быстро, за короткий срок проучиться и найти соответствующую работу с хорошей оплатой. В ближайшее время в Тампонском районе ожидается ввод сразу 2 обогатительных фабрик – Нежданинская и Верхняя Менкиче. Многие студенты планируют трудоустроиться именно там. И уже за счет компаний прошли производственные практики в соседних регионах, в том числе в Магаданской области. Мария Винокурова, Богдан Тиянич, Хандыга, Тампонский район. Якутские мастера ювелирного дела изготовили комплект медалей для чемпионата мира по боксу, который пройдет в Белграде с 24 октября по 6 ноября. Боксеры впервые разыграют медали в 13 весовых категориях, которые были утверждены Советом директоров Международной ассоциации любительского бокса. Комплект медалей сделан из чистого материала – серебра, бронзы и золота. Над изготовлением наградной атрибутики трудились 5 мастеров. Сегодня утренним рейсом будущие награды отправлены в Сербию. 21-й чемпионат мира среди любителей соберет спортсменов со всех 5 континентов. Общий призовой фонд турнира составит более $2,5 миллионов. Также победители мирового первенства получат медали, сделанные якутскими мастерами. Не ели, не спали, можно сказать. Минимум. И вот потихо, когда вот эскиз утвердится, там металл, там составы, покрытие, гальваника, то все эти вопросы решали. Ну, волнительно делать хорошие изделия на большое мероприятие, мирового масштаба. И по-настоящему золото – это золото, серебро – это серебро, а бронза – это бронза. Без фальши, без никаких покрытий, вот конкретно настоящие. Да, как в древности, можно сказать. Мы продолжим говорить о новостях на телеканале Якутия-24. Оставайтесь с нами.